Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В Нерюнгри мужчина изготовил уменьшенный макет гаубицы Д-30, пригодный для производства выстрелов в своем гараже. К тому же он хранил у себя найденные летом 2009 года на реке Правая Унгара патроны и ударно-спусковой механизм к винтовке. За это и получил условный срок. Уголовное дело рассмотрел Нерюнгринский городской суд. Помимо лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца условно, с испытательным сроком на 1 год мужчине назначен штраф в размере 5000 рублей. Еще один житель Нерюнгри попался на срезе 70 метров кабеля. Он провел целую операцию. Подрабатывая разгрузками вагонов на станции, заметил легкий доступ на крыше ледника, где располагались силовые кабели. А также узнал расположение видеокамер. Ранним утром он незаметно пробрался на территорию складов и принесенными с собой ножницами по металлу срезал более 70 метров кабеля. Затем, спустившись с крыши, подозреваемый в близлежащем лесном массиве обжег кабель и извлек оттуда медь, которую сдал в пункт приема цветного металла. Возбуждено уголовное дело. 33-летняя уроженка Мегина Кангаласского района стащила 100 тысяч рублей из тайника своего собутыльника. Ранее судимая женщина, увидев незакрытую входную дверь, проникла в квартиру, где неоднократно бывала гостем и распивала спиртные напитки. Увидев хозяина квартиры спящего, решила похитить деньги из тайника, после чего покинула место происшествия. К моменту задержания она успела все потратить. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Еще одна история по уголовной статье «Кража» с участием прекрасных дам. Индивидуальный предприниматель из столицы республики обнаружил пропажу 300 тысяч рублей. Ранее он отдыхал в компании друзей и сожительницы на даче. Он спрятал деньги в шкафу, но злоумышленница нашла их и перепрятала в съемной квартире. Часть похищенного она успела потратить на личные нужды, покупала продукты питания, а часть вернула владельцу. Свой проступок подозреваемая объяснила тем, что она собиралась прекратить отношения с потерпевшим. Жительница Якутска Вероника в социальных сетях сообщила, что обнаружила на своем дачном участке в Тулагино 2 змей. Одну из них поймали, другая успела уползти. Пойманная змея оказалась 60 сантиметров в длину. В Институте биологии сообщили, что это гадюка. Управление Федеральной службы исполнения наказаний и Центр занятости населения Якутска провели очередную ярмарку вакансий для лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, а также лиц, осужденных без изоляции от общества. Согласно данным Центра, с просьбой трудоустройства в этом году обратился 41 бывший осужденный. 10 из них уже трудоустроены. На ярмарку пришли более 30 человек. Житель Москвы, который устроил пьяный дебош на борту самолета, следовавшего по маршруту Москва-Мирный, был арестован на 2 месяца. Напомним, 32-летний житель столицы после снятия с рейса оказывал сопротивление полицейским. Он пинал представителей правоохранительных органов и буянил в отделе полиции. Мужчине предъявлено обвинение в хулиганских действиях на воздушном транспорте и оскорблении применения насилия в отношении представителей власти. Так вы в самолете там буянили, поэтому нас... Я в самолете буянил? Вызов Подожди-ка. Моя шапка, отдай шапку. Моя шапка, отдай шапку. Что тебе сказать? Где работаете? Где хочу, там и работаю. Пассажирский самолет вылетел из Уфы в Сочи, но почти сразу вернулся из-за загоревшегося двигателя. Как сообщается на сайте аэропорта, судно Ту-204 авиакомпании Red Wings перевозило более 200 пассажиров. Пожарные и аварийно-спасательные расчеты аэропорта отработали согласно аварийному плану. Пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов спустя 7 минут после посадки. Пострадавших, к счастью, нет. Самолет отстранен от полетов, проводится расследование. «46-летняя британка упала с круизного лайнера и провела 10 часов в Адриатическом море, прежде чем ее нашли спасатели. По словам врачей, у нее никаких проблем со здоровьем нет, рассказывает Артем Сторонов. Подданная Великобритании Кей Лонгстов, которая упала с круизного лайнера и провела около 10 часов в Адриатическом море, выжила благодаря хорошим погодным условиям и физической подготовке. Об этом в понедельник рассказал капитан катера хорватской береговой охраны, спасшего женщину.
Особа была изморена. Она была измождена, находилась в шоковом состоянии, но вскоре после того, как мы подняли ее на борт, предложили ей жидкости, суп, изотонический напиток, она пришла в себя, и стало понятно, что у нее нет никаких травм, даже царапин. 46-летняя Лонгстафф в субботу находилась на борту круизного лайнера Norwegian Star, следовавшего из Дубровника в Венецию. Около полуночи она упала с верхней палубы судна, почему именно, пока не ясно. Другие пассажиры заметили лежащую сумочку британки и подняли тревогу. В поисках женщины принимали участие береговая охрана, гражданские суда, а также самолет РС-9. Лонгстафф нашли спустя 10 часов примерно в 1,5 километрах от того места, где она упала в море. Ее доставили в больницу хорватского города Пула. По словам врачей, у британки нет проблем со здоровьем, и она вскоре воссоединится с семьей. Я не знаю деталей, но она очень физически здоровая женщина, и это, вероятно, главная причина, по которой ей удалось выжить после 10 часов в море. Кроме того, вода была очень теплая, так что она себе ничего не отморозила. Как сообщается, теплоход Norwegian Star задержался с прибытием в Венецию, поскольку также принимал участие в поисково-спасательной операции. На этом пока все. Берегите себя.